Владимир Уйба провел рабочую встречу с председателем Коми-республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Маргаритой Колпащиковой. В ходе беседы они затронули ряд проблемных вопросов, касающихся социальной реабилитации инвалидов, организации социального такси, трудоустройства людей с инвалидностью. Особое внимание было уделено доступности инфраструктуры в республике для ее маломобильных жителей. У нас есть целый документ, который мы подготовили и сделали его за подписью 3 российских организаций. Это Общество слепых, глухих и мы. У меня этот документ есть с собой, где мы четко обозначили все проблемы, какие существуют по доступной среде в Республике Коми. Абсолютно. Но мы не только обозначили проблемы, мы написали и что нужно сделать. Мы-то сейчас говорим о доступной среде в первую очередь. Потому что если нет доступной среды, то вот нет этого понимания и формирования. Потому что нам же нужно на самом деле формировать, то есть культуру отношения к людям, которые у них там есть какие-то физические недостатки, и они не должны быть ущемлены. Республика должна быть комфортной, удобной и доступной для всех. Достичь этого можно только при последовательном и неравнодушном подходе. К слову о важности такого подхода Владимир Уйба говорил и в ходе встречи с председателем Союза женщин Республики Коми Галиной Лапшиной. Вместе они обсудили ряд проектов, которые реализует Союз женщин в регионе, в том числе акции ко Дню Победы, социальные экспедиции, продуктовые наборы для малообеспеченных семей в период самоизоляции. Мы уже только через Союз женщин подготовили и развезли около 300 продовольственных наборов с подачи Центра социальной помощи семье и детям, потому что там 80 сложных семей есть. Вот. Развезли 200, наверное, наборов, это немножко поскромнее, но они такие детские, это карандаши, там фломастеры, ручки, книжки, 200 развезли. И есть еще ресурсы, готовим, тоже продовольственные наборы. И я думаю, что на ближайшее время это будет, наверное, для нас задачей номер 1. Развозим помощь. Она может быть самой разной. Спасибо и за предложения. Безусловно, такие общественные советы, я уже говорил, что именно там черпаются основные вопросы, основные идеи у людей. И самое главное, вы говорите, что там люди абсолютно от земли, они без пафоса, без всякого, они говорят именно то, что есть, и это очень важно. Все предложения, озвученные в ходе встречи, будут детально проработаны. В частности, лидер женского движения предложила учредить на региональном уровне звание «Почетный благотворитель», а также предложила Владимиру Уйбу возглавить Семейный совет Республики Коми.